Несмотря на пасмурную погоду, с самого утра нарядно одетые детишки со счастливыми лицами празднуют открытие уже родного для них детского сада. Будто само название «Солнышко» греет всех собравшихся. Открытие дошкольного учреждения приурочили к Международному женскому дню. На этом празднике дети показывают все свои таланты. Мы встречаем праздник детства, праздник цвета, праздник солнца. Солнце, солнце жарче греет, будет праздник веселей. Долгожданный праздник для детей и родителей полностью разделяют и воспитатели, и высокие гости, сделавшие им такой большой подарок. На открытие детского сада приехал глава республики и первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Леонид Славицкий. Мне хочется сегодня сказать огромное спасибо федеральному центру, руководству страны, правительству и лично тем руководителям, которые держат на контроле строительство дошкольных учреждений, тем руководителям, которые являются заказчиками таких проектов. Мы и в прошлом году, и в этом году сдаем и школы, и садики, и объекты культуры, здравоохранения, спорта, но при этом мы сдаем и экономически важные объекты. Это те объекты, которые должны приносить доходы в бюджет республики для содержания вот таких уже социально значимых объектов. Мне хочется сегодня в лице и Леонида Оскаровича сказать лично министру строительства страны большое спасибо. Такое открытие детского сада – это праздник мамочек, это праздник детей, это праздник населенного пункта, это праздник республики, это радость. Я вам хочу сказать простые слова. Здоровье нашего общества, как и любого другого, и нашей страны, определяется по тому, в каком состоянии находятся наши старики и дети. Вот когда дети радуются, когда они получают вот такой дворец, значит, мы сделали еще один шаг в правильном направлении, в развитии нашей страны, в развитии Республики Ингушетия, в том, чтобы наши люди чувствовали себя комфортно, чувствовали себя на себе внимание и страны, и республики, и руководителей. Вот это яркий пример. Я хочу пожелать вам большого счастья, детишкам развиваться здесь, быть здоровыми, умненькими и счастливыми. Детский сад «Солнышко». Считать открытым. Красная ленточка перерезана, а высоких гостей приглашают на экскурсию оценить условия, созданные для детей. 12 групп по 25 малышей в каждой, а также полностью сформированный штат воспитателей. В новом садике большие просторные спортивные, музыкальные, игральные залы, яркие и красочные спальни и, конечно же, пищеблок со всем необходимым оборудованием. Еду для детишек отсюда напрямую будут доставлять через грузовой лифт. Это еще одно удобство для воспитателей. В общем, все то, что может порадовать глаз детей и успокоить сердца родителей. Мы очень рады, что нам открыли этот садик. Наконец-то мы дождались этого дня. Нам очень нужен этот садик, потому что мы, сельские жители, без этого никак. Первый раз вот у нас такое удовольствие для нас. Это большое счастье, что у нас садик открылся. Сами же малыши свою радость передают как в стихах, так и в песнях. Но ясно одно – для них сегодня самый важный и большой праздник. Садик очень красиво. Здесь можно играться. И можно выходить на улицу. И можно на физкультуре играть везде, где хочешь. Мне очень нравится садик, и я мечтала в нем ходить. Мне нравится тут играть, веселиться. Детский сад рассчитан на 220 мест, но по поручению главы республики его намерены расширить до 400. Здание в 3 этажа. Большое внимание уделили и мерам безопасности, чтобы дети ненароком не пострадали. Большое внимание при строительстве детского сада было уделено и безопасности малышей. Например, на этих окнах установлена специальная сигнализационная система. В случае, если какой-нибудь непоседа попробует открыть окно или оно разобьется, в диспетчерскую тут же поступит сигнал.
Чтобы каждый день для малышей был словно праздник, стены детского сада окрасили в яркие красочные тона. Ведь известно, что терапия цветов существенно влияет на настроение ребенка. Такая атмосфера способствует тому, чтобы малыши с радостью посещали свой второй дом. Цели и задачи, которые перед нами стоят, это воспитывать детей, так как дети – это наше светлое будущее, вложить в них все, что есть. А в первую очередь этикет наш и воспитание, так как этот первый шаг, который они переступают в своей жизни, потом их еще ждет многое будущее, школа, университет. Как мы заложим основания, так и будет их будущее. В сельском поселении в очереди на дошкольное образование стоят около 800 малышей. Конечно, устроить всех в этот сад не удастся, поэтому прежде всего в приоритете дети из малоимущих семей, льготники и сироты. Построено вот это дошкольное образовательное учреждение, учитывая, что в этом населенном пункте у нас нет вообще дошкольных учреждений, оно имело очень важное стратегическое значение, учитывая, что в этом селе более 800 детей возрастной категории, которые должны были быть в дошкольных учреждениях. Открытие этого дошкольного учреждения на 220 мест и с последующим увеличением групп до доведения до 400 детей, в принципе, мы закрываем потребность этого населенного пункта почти на 50%. Открытие первого дошкольного учреждения в селении Верхние Очулки ждали давно и с нетерпением. Ведь до этого здесь был только один частный садик, и то всего на 40 мест. Поэтому неудивительно, что этот объект приковал к себе внимание почти всех местных жителей. А для мам такой подарок 8 марта пришелся очень кстати. Светлана Томова, Хаваш Гойгов. Новости 24.